Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас у нас подготовка, сборы к достаточно продолжительной, интересной экспедиции, где основная цель будет тестирование ПВХ-лодки. Вот, об этом вы все узнаете в нашем выпуске. Причем выпуск будет не один, а сегодня у нас такой будет посвящен чисто подготовке, загрузке, погрузке и, соответственно, начало нашей экспедиции. Вот этот груз пришел из Новосибирска. Здесь внутри находится новая модель лодки «Выдра». Сделана она на основе модели Шерпа. И единственное различие у него размерность, да? 470. 470 и дно. Его Высокого давления. да. Дно, комбинированное дно высокого и низкого давления. То есть, если, например, в обычной лодке накачивается 0,35 атмосфер, то здесь 1,2 атмосферы. 1,2 атмосферы, представляете? То есть, это вот как-то... Ну, обо всем этом поподробнее расскажем, как это было сделано в плане конструктива, да, то есть это достаточно сильное давление для ПВХ лодок. Ну, чтобы вы понимали, для меня 0,35 это вообще максимальное давление, и оно накачивается обычно в дно. Все закручивали, да? Давай его закрою. Надо шеловку разбирать. А он высокий, да? Не, ну он же на рубеле пойдет. Испытано на себе. Завтра мы будем что делать? Накачаем лодки, полностью все проверим, наклеим пятаки, да? Ты хочешь, чтобы крепления были. Вот. Проверим еще раз снаряжение. Лишнее, чтобы с собой не катать, уберем, оставим здесь на базе. Вот, и потом в путь дорожку будем грузиться. Завтра прицеп еще пригоним, такой же, только русло этого Сашина. Ага. Вот, и уже потом будем все будем упаковывать, грузить. Все, ну вот у нас сегодня, в принципе, уже вечер. Завтра мы все дела доделаем. Полностью весь день посвятим тому, что будем сортировать, готовить вещи все для погрузки, чтобы послезавтра на первом пароме уже выдвинуться в путь. Нам предстоит дорога по, соответственно, автомобилях и затем уже по воде. Ты снимаешь? Да. Испытано на себе. Где этот? Давайте быстро все, начинаем работать им. Сейчас Ес куда-то, ну. Куда пошел? Сейчас мы ее закроем сначала. А твоя вон следующая. Все, нас еще эту тащи. О, ничего, серьезный какой. Да, он качает больше 1,4 атмосферы. Здесь у него аккумулятор. Встроенный? Встроенный аккумулятор. Можно его заряжать с подзарядки, можно заряжать от 220. И у него что удобно, у него, видишь, какая эта штука. То есть он когда качает, не вылетает. Ты чик, повернул, и все, и стоишь в сторонке. Он качает. А на
бравовских это пипка это. Но у вас в ремкомплекте, у тебя Кстати, в ремкомплекте переходник. У есть, тебя в шерпе, да, переходник. Тоже такой поворотный. Потому что у меня же эта насадка другая получается. Да. Здесь. От старой лодки. Но если сильно затянуть, то просто вот так. Она этого не боится. Папа, не закрывай пока, сейчас лодку принесет. Но если резко сделать, то она тык, ее сломает. Вот так можно, да? Да, прям тяни, как это, до упора. Давайте, надо ее взять. Не, надо как это, позвать. Костян здесь. Не, мы даже не попытались. Давай, пошли. 140 килограмм. Раз-два взяли, раз-два взяли, раз-два взяли. И посмотри, промокаешь ли она у нас или нет. Вот такая. У нас как багажник, да? Вот такая сумка. Это как фартук сразу. И у него капот открываешь. И внутри она, нифига себе. она внутри сделана полностью из ПВХ. То есть она воды не боится. Если вода в лодке будет, снизу не промокнет. Единственное, мы знаешь, что хотим испробовать ее на волну. Она на волну их может пропустить. Вот, на волну. Но здесь сделаны как бы клапана такие более. Если сюда раз, вот, испытать. Может, надо работать. А давай сразу. Подождите. Мне. Подождите. О, тяжелая. Целый процесс. Давай. А ремкомплекты все здесь внутри, да? Да. Распаковка. Ну вот, друзья, представляем вашему вниманию новый комплект Шерпа 500 с носовым тентом. Сейчас будем знакомиться, откроем, накачаем, примерим, приклеим пятаки для груза. А, вот, да? Вот это. Ага, переходник. Ага. Клево. Ты знаешь, тащи свой насос. Чего? Надо говорить, как начинать? Друзья, ну что, сейчас нужно накачать лодку, и я думаю, что сегодня мне вообще очень сильно повезло, потому что мы будем это делать под руководством Константин Ковацкий. Познакомьтесь, это директор по производству компании «Выдра», то есть производитель непосредственно. И, Константин, с чего начинается накачка лодки? Ну, это лодка серии Шерпа, у нее и продолговатые баллоны, в ней встроены еще предохранительные баллоны. Прежде чем начать накачивать лодку, нужно открыть все клапана на лодке. То есть это делается вот так. Открывается крышка, нажимается клапан. Открывается крышка, чтобы лодка как бы в себя вдохнула воздух. Также делаем на дне и на баллонах. У нее внутри, да, идут? Да, у нее внутри. Вот также делаем дно. Вот клапан дна. Вот она начала вся всасывать воздух. И два клапана основных баллонов. Здесь 6, да? Один, да, вот он. И с этой стороны. Вот он. Все. Лодка начала себя вздыхать. Теперь дальше накачиваем дно, чтобы распрямился транец. Устанавливаем насос Марлин у нас. Да. Устанавливаем на нем 0,4 барреля. Он немножко привирает, ну, 45 попробуем. Ну, даже если 0,5 поставите, 0,45, в лодках предусмотрены предохранительные клапана. То есть дно лодки перекачать невозможно, предохранительный клапан сработает на 0,42, 0,40.
Вот, производителя у них так установлено. Это на дне. На баллонах тоже установлены предохранительные клапана. Вот они. Вот они. Ага, Они в баллонах тоже сработают есть, да? на 0,30-0,32 барреля. То есть баллон качается 0,3 у нас. Клапан сейчас у нас открыт, и мы его закрываем, так как насос его откроет сам. Вставляем. Все, включаем. Все накачивается. Ждем. А, у нее тент еще тоже есть, да? Уже Это носовой, да? носовой тент есть. Фартук. Вот ты сейчас хотишь шайбы поставить, чтобы у тебя груз Да. не где-то- скатывался, то можно вот где-то, мы да. сейчас фартук натянем. Обычно его ставят под фартуком, где фартук кончается. 3 шайбы. 3 с одной стороны, 3 с другой. А у меня 4 будет. Ну, 2 и 2. Ну, можно 4. Испытано на себе. Сейчас мы чуть-чуть не до рабочего давления, а просто накачали дно. И вот самое интересное, вот особенность этой лодки, да, вот про внутренние баллоны, да, есть? В лодке Шерпа предусмотрены внутри основных баллонов идет предохранительный баллон. Для чего он там нужен? Если пробили основной баллон, то он вам даст преимущество доплыть до берега, чтобы не утонуть. Как бы он будет держать. Сейчас мы это и проэкспериментируем. И после того, как накачалось дно, качаются внутренние баллоны, не наружные. Давление внутренних баллонов составляет 0,2 барреля. Вставляем сюда. Этот включаем. Там Где? кнопочка черная. Вот это. Сейчас он будет надуваться. Вот, смотри вот. А он там какой формы? Круглой Круглый, формы. Да, он идет от заду и до поворота носа. Вот сейчас будет видно, как он там надувается. То есть если борт достаточно высокий, если он, допустим, порвался, не дай бог, да, то в принципе здесь бортик... Вот как он, бы да, вот будет вот такая так. высота, да? Вот такой будет бортик, который даст вам дойти до берега. То есть смело. Не утонуть ничего. Вот он находится, вот можешь его пощупать, вон, внутри. Вот он, баллон. Ну, по диаметру как фальшборд, да? Или Да, побольше? Да? как фальшборд. Диаметром где-то примерно 200-220. Теперь накачиваем основные баллоны до 0,3 баррелей. Ну давай посмотрим, открыт? А, надо закрыть же. Да, его надо закрыть. Раз, все, вот теперь 0,3 там ставь, тебе сейчас крест и клеить, 0,3 нормально будет. Ой, я про это говорил. Пойдет. Да, не пойдет. Шайбу приклеить. Теперь накачиваем фальшборта. Так, на 0,2, да? Чуть-чуть. Да, их сильно на 0,2 ему просто. Все. Ну все, насос нам больше не пригодится сегодня. Одеваем фартук. Фартук. Здесь вот лямочка трех. Одеваем фартук, вот трехщелевая защелочка. Сюда его раз. Так вот раз. Руслан тоже с той стороны то же самое. Все. Всё. Вот сюда вот их ставят
Вот мы ставим, вот, раз, два, три. 3 шайбы перетягиваются, и там у тебя место вон сколько. Получается, под шмурдяк. Есть туда, если даже волна, ну, что-то и туда ушло все. Ну и в целом, я обычно, если, например, побольше вещей, я просто веревку чуть приспускаю. она- Можем поставить перегородку деревянную, если есть желание. Не. Да, прямо туда. Сюда ставят. Это когда ставят эту дистанцию, да? Я вот видел. Хоть что. А, Вот ребята сейчас заказывали, 2 перегородки заказывали. А заказывали лодку на Аквамарин во Владивосток. Ставили 2 перегородки, они сюда грузили тонну рыбы. Но она без ничего, без шайб, без ничего, вся облита полиуретаном. Ну, об этом она забронирована. И чтобы сети вытаскивать было, чтобы ни за что не цеплялось. Да, и привальника у них даже не было. И прям в центр тонну рыбы. Да, туда прям до трала поехали, забрали. Нормально. Ничего себе. Ну, прикольно. Вот, все, лодка накачана. Эта лодка рассчитана до 60-сильного мотора. У меня 50-сильный. 70. До 70 даже? Ага. Так. И, допустим, видите, транец он вклеен по всей длине, да, то есть, ну, достаточно хорошо. И, то есть, дополнительного какого-то усиления, ну, по крайней мере, мне не нужно, да, то есть, там, у меня там потребностей нет таких, чтобы скакать по камням особо. Вот. В целом, запас прочности у него хороший. Вот, осталось только мне вот вклеить туда пятаки для того, чтобы груз не уходил спереди назад. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас мы переходим к накачиванию другой лодки. И это причем новинка и в единственном экземпляре. Про нее, конечно, никто лучше не расскажет, чем директор производства Сергей Саранчин. Добрый день, да. Сейчас распакуем лодку, это новая модель. Вот, все водометчики, ну не все, но многие водометчики знают лодку Шерпа. Это известная модель уже достаточно. Вот, это лодка с плоскими вертикальными бортами, возможно, раньше ее видели. Вот, сейчас будем накачивать новую модель, рабочее название Шерпа Эверест. Вот, чем эта лодка характерна. Вот, ну, наверное, по ходу будем накачивать и будем по ходу рассказывать, какие в ней есть нюансы, какие новости. Что, приступим? Ну, в целом, даже вот начиная с того, что как при переноске, да, она гораздо тяжелее, то есть, чем, ну, стандартная, да, 5-метровая. Да, ну, в ней есть дополнительные опции. Как минимум, тут есть бронирование термополиуретаном дополнительное, что уже дало веса. То есть с Новосибирска ее еще не распаковывали. То есть как Да. вот так она шла. Вот, кстати, здесь видно, что лодка забронирована ТПУ, это термополиуретан, толщиной 0,7 мм. Вот такая вот блестящая лодочка. Так, отлично, у нас там. Так, ну и первая новинка – это материал. Вот, если присмотреться, видно, что борта сделаны из ПВХ материала под названием таким как карбон. Вот, я думаю, видно вот такая клетчатый состав. Текстура другая. Да, текстура другая, более прочная. Наши коллеги по цеху делали тестирование этого материала путем пробития. И вот этот ПВХ, он оказался прочнее, чем нежели традиционные простые там ПВХ ткани. Хотя плотность у них одинаковая, да? Да, плотность у них 1100 грамм на метр квадратный. Вот, но прочность за счет, видимо, вот этого вот плетения, она оказалась выше. Вот, и мы сделали такой композитный цвет. Тут есть элементы и серого цвета, и есть элементы черного цвета. То есть вот первая новинка – это сам материал, но это еще далеко не все. Сейчас приступим к накачиванию. Данная лодка у нас идет в размере 4,70, то есть она чуть короче, чем до этого могли видеть там накачку красной лодки. Вот. И второй самый важный элемент у этой лодки есть дно, часть дна, палуба высокого давления, которая накачивается 1,2 баррелей. Вот. Сейчас начнем накачивать, и с этого начинается накачка этой лодки. Накачиваются элементы, которые высокого давления.
Вот, мы накачаем, и я чуть детально расскажу, как это делается. Вот, сначала мы клапана откроем. Так, также все клапаны. Да. Даем лодке подышать. Подышать. Данный насос идет с возможностью накачивания более высокого объема, нежели там вот, традиционные насосы. Вот. У него есть возможность накачивать до 1,2 атмосферы. Как это происходит? Включаем насос. Там что, аккумулятор внутри, да? Вставляем давление. Бар. Вот бар. Потом выставляем. Выставляем 1,2. И накручиваем. Испытано на себе. Второй, наверное, самый важный элемент, который в этой лодке есть, это надувная палуба высокого давления. И вот видно, что мы сейчас ее накачали до объема 1,1 баров. Вот, получается вот такая в данный момент ровная доска, ровная палуба, практически деревянная. Вот. Самая вот ровная деревянная палуба давлением 1,1 бара. Вот. В бортах у нас есть из этого же материала нижняя переборка. У нас напротив есть там подобная лодка, пойдемте на ней покажу. На уровне вот этой нижней переборки у нас из этого же материала находится накачивающаяся переборка толщиной 10 сантиметров, которая накачивается также до объема 1,1 баров. Сейчас мы ее тоже будем накачивать. Так, у нас так примерка идет. В целом, для горной реки, наверное, вот этот не пойдет, так как у меня румпель. А для полений, как раз там, где ветра сильные, в принципе, незаменимая вещь. Особенно в прохладную погоду. Сейчас будем заклеивать пятаки. Вот эти и вот эти для груза. Так, или так. Так, ну вот мы накачали сейчас переборку, нижнюю переборку до объема тоже 1,1 барреля. Вот ее не видно особо, но вот если постучать, вот видно, тут такой же деревянный, получается, практически деревянная такая переборка, как у нас и палуба. Вот. Сейчас, так как у нас есть в распоряжении в данный момент второй насос, мы одновременно накачаем надувное дно низкого давления уже, нижний слой этого пирога. Потом детальнее покажем, как это получилось. И накачаем параллельно вторую переборочку. Да ну нафиг. Чистая вообще. У меня в этой стрелке на это стояла прямо. Не, она вот так вот только вот здесь стояла. Уже борт шел. Смотри, у меня 2 евробокса, да? Угу. Например, когда много бутера, да? И вот здесь. Или даже вообще. Позволяло место хотя бы что-то достать или, не знаю, движение. А тут повыше поставить и все вещи держать. Так, да? Испытано на себе.
Ну что, сейчас новинка накачана, и Сергей расскажет уже в таком состоянии, лодка уже в готовом, и все наглядно видно. Основное Отличие, да, основное изобретение, основная придумка – это палуба, это дно, состоящее из двух продольных отсеков. Сверху у нас палуба высокого давления, снизу традиционное дно, надувное дно низкого давления. Для чего это сделано? Основных два момента, которые мы хотели достичь для этой лодки. Первое – это живучесть. Если мы пробиваем дно, у нас спускает, естественно, дно низкого давления, верхний слой остается целым, накачанным, жестким. Вот, и это дает возможность добраться либо до берега, либо даже дойти спокойно до того места, где можно отремонтировать лодку или дойти до дома. То есть, в принципе, для груза лодку не поломает, груз ее не передавит, и можно спокойно идти. Вот. Вторая особенность, это вторая цель, которую мы хотели достичь, это противодействие излому. С большим грузом, с большими двигателями, при сложных условиях эксплуатации, когда лодка врезается в пороги, входит в волны и так далее, когда идет жесткий излом, вот, надувная палуба высокого давления, она противодействует этому излому, вот, и лодка соблюдает свою управляемость, и это тоже поднимает очень сильно безопасность. Вот, это основной фактор, который был придуман, ну, для дна. Вот. Из этого же материала, давайте посмотрим. В отличие от всех лодок, которые надувных вы видели, обычно матрас идет волнами, которые формируют переборки. Здесь же мы видим практически абсолютно ровное дно, и оно как фанера. практически деревянное, да, как фанера. Фанера с резиновой накладкой сверху. Как фанера с резиновой накладкой, да. Вот. Из этого же материала в нижних переборках бортов сделаны вот такие же продольные переборки. Для абсолютно тех же целей. Если борт мы пробили, вот эта вот переборка, она остается плавучей, это раз. Во-вторых, эти же переборки в бортах противодействуют излому. То есть те же цели мы абсолютно достигаем. Вот, это главное отличие. Вот. И третья вещь, которую мы в базу в этой лодке с рабочим названием Sherpa Everest зашиваем, это усиленный туннель. В базе, давайте посмотрим. Можно сравнить даже, да, потом. Да, можно сравнить материал и усиление туннеля. Так как лодка предназначена для серьезных двигателей, для серьезных экспедиций, для длительных походов, вот, туннель у нас он усиленный. Вот. Ну и чтобы еще раз разобраться, да, из каких отсеков лодка состоит, я предлагаю вот пройти и по клапанам понять, где какие отсеки у нас расположены. Вот. Итак, первый большой главный отсек, главное ноу-хау, это надувное дно высокого давления, накачивается вот этим клапаном. А второй отсек дна, который идет параллельно, вот в параллельной плоскости, это дно, традиционное дно низкого давления, накачивается вот этим клапаном, и для этого отсека у нас предусмотрен аварийный баллон, аварийный клапан, который стравливает давление в случае там расширения лодки, ну, впоследствии там перегрева в основном, то есть не дает лодке, так сказать, взорваться, да. Тут, получается, даже у дна высокого давления нету, да? Такого нету, потому что мы накачиваем до 1,2, материал предназначен для полутора барреля, да, то есть запас прочности тут достаточно высокий. Вот. Дальше, если идти по клапанам, вот эти клапана у нас накачивают продольные переборки из того же материала, сделанные, что и дно, из этого же жесткого материала высокого давления. Вот эти клапана у нас накачивают основной борт. Вот, и к основному борту у нас также предусмотрен аварийный клапан, клапан сброса давления. Вот. И в корме, в баллонах, как это в традиционных шерпах у нас сделано, предусмотрены еще одни аварийные баллоны, которые располагаются вдоль всего борта по верхнему отсеку. То есть вот здесь еще внутри встроен еще один баллон. Опять же, при пробитии дна у нас есть нижние баллоны,
из высокого давления, да, материала, и верхние баллоны традиционные, то, что это позволяет нам форму баллона сохранить. Вот, обычно наши пользователи наших лодок приобретают их для того, чтобы перевозить много груза. Вот, если борт пробил, форму борт потерял, весь этот груз может рассыпаться, упасть, утонуть и так далее. Вот, благодаря этому верхнему баллону у нас форма борта сохраняется. Вот, и в сохранности остаются все личные вещи, груз, поклажа. Вот. Испытано на себе. Да, ну что, лодку мы посмотрели визуально, причем ни Сергей, ни Константин не знают, как она поведет. То есть это именно экспериментальный тестовый выезд будет. Вот, но что касается, да, мы обещали показать по туннелю. Вот. Это стандартный туннель, да, шерпы. А здесь, как видите, здесь разрешите. А здесь уже более такой усиленный. Он такой серьезный. Вот. О, Петя, все, как раз мотор вешает. Я подцентрую. Опа. Как будто чуть выше надо, да? Нет? Я не знаю, тут надо уже вот виднее. Что ты скажешь? Может, там барашек нашел. Теперь он должен тебе ногу не задевать. Или вот так удобно тебе? Он до конца получится, да? Так, я могу, но получается, что я прямо это. Вот так. Ну, Чуть кресло подвинь. ага. Если вот так. Ну-ка теперь. Ага. Да, хорошо. Ага. Теперь на середину. Уже неудобно, да? Неудобно. Сюда неудобно. Вот Сюда, да. Значит, я вот так вот. Испытано на себе. Да, сейчас приступаем к наклеиванию пятаков. Я что-то пропустил, видимо, но Евгений говорит, что нужно разбавлять, готовить клей. Так, бери. Может быть, не на лодке? Да, давай, давай. Сколько надо лить? Наливай. Так, нам нужно приклеить 6 пятаков. Че? Еще. Хорошо. Да. Такие. Какой? Давай здесь, а? Я буду держать. Это ацетон. Мешай. Да, до однородной будет масса. Так, и что получается? Один к двум? Один к трем? Ну, можно 50 на 50. А, Можно, смотря, что ты... то есть, чтобы клей был такой жидковатый, да? Да. Как бы ацетон клей не испортит. Все равно потом испаряется. Не, ну сильно разбавлять не надо. Он жидкий, как я состав просто. Все. Так. Клей готов. Теперь надо дообезжирить поверхности. В общем, решили так. Почему бы и нет, да? В любой момент, в принципе. А лишние вот эти скобы лишними не будут грузовые. То, что ширина такая большая, Шайбу маленькая. можно на 10 Нет, сделать. то, что такая ширина, жестко. А теперь проклеиваем, ну, мажем клей, короче, дадим просохнуть, а потом нагреем феном и приклеим.
Сейчас, например, мы если с Сашей сзади будем сидеть, то мы здесь вот так будем. Сильно много. Много клея? Ну, я же для себя не буду покупать, я могу. Я знаю, тюбик такой огромный. Нет? Вот это, смотри. У меня там этот пистолет есть у меня. Просто я не знаю, сколько внутри там. Так, если это штука, наверное. Ну так, вот с той стороны. Сдвинуть. Нет, наверное, все-таки с этой хреной. Сейчас посмотрим. Ты кисточкой так вокруг раз обдави ее. И прижимаем, Километр там не считается. и прижимаем вот так вот кисточкой обратной стороной. В целом, как остынет он уже, или сутки? Сколько? Не-не. Сразу, да? Он, ну, вообще клею надо сутки отстояться. Когда лодка собирается, она потом сутки отстаивается, чтобы клей полностью принял свою, ну, как, не затвердел, а ну, полностью, короче, активировался и приклеился. Вообще надо сутки. Ну, а если что-то быстро, можно и сразу. Остыло, потрогали, все не горячее, значит, все нормально. Еще две. Испытано на себе. Так, начинаем сдувать лодку. Собирать лодку. Берем насос, Это прям остывает, да? но перекручиваем его на всас, чтобы он всасывал. Все, здесь давление никакое выставлять не надо, ничего не надо. Клапан также сдули, открыли, клапан открытый. Вставляем эту. Оп. Так вот. Сейчас. Так вот. Опа его. Все. Включаем. Все, пошел высасывать подход. Блокер заработать. У них же всего две атмосферы. Вот. А в основном баллона 3. Просто подходишь, основной баллон не сдуваешь, их нажимаешь, он оттуда давление его сам выжил. Все, закрыл его. Клапан закрыл. Все, и можно ничего не делать. То есть Он, он, он так, он сам себя, да, другим давлением сжал, с него воздух весь вышел. Вот. Испытано на себе. Лодка сдулась сама под своим весом. Одну сторону мы уже выкачали. Сейчас показываем еще раз, как вторую. Берем насос. Открываем, закрываем клапан. Клапан сейчас открытый. Мы его закрываем. Вставляем насос. Так. Включаем. Теперь не торопимся, подходим. Насосы качают не быстро. Берем запривальный груз. Вот. И пытаемся его подсунуть под транец, вот таким макаром. Просто его туда закидываем. Раз, закидываем. От жборка. Вот таким макаром. Что здесь? Лодка, получается, сложилась практически на ширину транса. То есть выступать бокам не буду. В сумку она упакуется легко. Самое главное, это вот здесь вот запривальник и под транец ее подпихнуть, чтобы было, ну, как бы все ровненько. Тогда лодка упакуется хорошо. Все, дальше ждем. По мере возможности ходим, отправляем, где что видим, где что хотим. Вот так. Так, как она была сложена? Вот это знаете, как называется штука?
Конец Александрова. Это большой, у меня маленький. Интересно так. Название такое, да? Ну, и есть еще один момент интересный. Вот, сейчас Константин покажет, как собирается сумка, да, то есть вы разобрали лодку. Ну, обычно я просто вот в таком виде ее в машине оставляю, все. Но ее можно сложить. Да, ее можно сложить компактно. То есть берется сумка. Вот. Что делают обычно? Рыбаки вот так ее и куда-нибудь. Ну да. Потом она валяется, запинает. Что делаете? Берете просто сумку вот, за два угла. Так. Ложите. Ищите здесь два угла. Других. Совмещаете их с ними. Потом делайте такие, как крылышки. Одно и второе. Вот. Получается такой треугольничек. Их сюда, веревочки вовнутрь, их сюда, сумку. Сюда, эту, сюда. По желанию можно еще раз. Все. Сумка упакована, аккуратно. Можно ее положить. В машине не мешает, нигде не валяется. Ну, обязательно сделаем так. Вот, действительно. И, кстати, меньше места занимает. Ну что, сейчас будем сдувать лодку. Соответственно, применим на практике все знания. То есть лодка, ну, для меня непривычная, да, за счет баллонов, которые вот как страховочные аварийные баллоны. Соответственно, их сначала спускаем. А за счет того, что давление в основном баллоне есть, она ее схлопнет, как говорится. Все, можно закрыть. Все. Они теперь сплющены. Теперь переходим к основным баллонам и спускаем дно. Испытано на себе. Стол, чтобы его рано утром залить в него воду. Этот ящик больше лет. Жень, у нас что, машина получается там где-то на 160 километров осталось, да? Ну, в деревне? Они назад поедут? Кол. Так, это разделка для печки. На ребро ее поставь. Надо взяться за румпель. За румпель. Вверх, вверх, тащи его. Все, просто поехали. Он катится. Вот. Так, на лыжах. 10 лет гарантии. 10 лет вместе.
голым торсом можно, да? Может. А мы там за это. Испытано на себе.